У жителей республики еще есть шанс поддержать проект «Девственный леса Коми» в конкурсе по развитию экотуризма в России. До конца голосования осталось чуть больше суток. Дедлайн 10 октября в 23:59. Напоминаем, чтобы отдать голос за республику Коми, нужно авторизоваться на сайте природа.life через профиль в соцсетях или почту, зайти в раздел «География», выбрать на карте республику Коми и поставить заветный лайк. Еще подробнее расскажет Ольга Коняева. Здесь бережно относятся к ресурсам планеты. Уникальные девственные леса Коми – природное наследие ЮНЕСКО. На территории национального парка Юга-2 святыня древних народов – гора Манарага. Знаменитые столбы выветривания на плато Мань-Пупунёр – одно из 7 чудес России. Места заповедные, уравновешивают и заряжают внутренний мир человека. Коми суровый, самобытный, загадочный, край величественной природы и самоотверженных людей. Так в презентационном ролике представлена республика. О главном богатстве нашего региона знают, конечно, все жители. Но вот побывать в этих заповедных местах удалось немногим. Победа в конкурсе по развитию экотуризма в стране – это как раз возможность сделать доступными наши красоты для простого жителя. Поток туристов с каждым годом растет, но это все-таки пока больше редкие гости. Зимой у нас больше, конечно, это иностранцы ездят. Из Швейцарии, Италии, Франции, с Прибалтики приезжали. В общем, только с Африки еще не было и, наверное, с каких-то Америк. Летом больше, конечно, москвичей. С Москвы очень много туристов, Санкт-Петербурга. Но, что очень приятно, в этом году было много наших с Усинска, с Печоры, с Сыктывкара, с районов. Эко-волонтеры, организаторы экспедиций стараются обустроить авторские маршруты, но пока туристическая инфраструктура на пути к природным красотам у нас самая минимальная, скорее для любителей экстрима. Несколько раз застревали в воде, за вторых саней, походу у нас сильный перегруз, и поэтому мы решили оставить одни сани прямо здесь на реке. А потому конкурсный проект нашего региона кажется просто грандиозным. По пути к бренду республики на Мань-Пупунёр появится визит-центр в Якше, вертолетная площадка, мини-гостиницы, бутик, отель в этностиле и грин-ресторан, экотропы и новая дорога из Троицка-Печорска в Якшу. Такое же масштабное развитие получит маршрут на Приполярный Урал в Интинском районе. И будет создан горнолыжный комплекс и гостиница с лечебно-оздоровительными услугами в Уктыле. Но для этого нужно войти хотя бы в 10 лучших проектов. Если Коми победит в этом конкурсе, то это некое восстановление справедливости, потому что о нас почему-то мало кто слышит. Коми, где это? Мне однажды сказали в какой-то туристической поездке, это где-то рядом с Китаем. Ну да, практически да. То есть действительно нам есть чем гордиться, есть что показывать. В этом году я побывала на Мань-Пупунёр, и с нами были туристы из Москвы, из Костромы, и действительно ахали и собираются вернуться. Но это и огромная ответственность, потому что девственные леса, они потому и девственные, что в принципе они не истоптаны людьми, не изъезжены техникой. Держите курс на природу, но помните, она хрупкая. Под таким слоганом проходит конкурс на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в стране. Сам конкурс – это и серия обсуждений, обучение специалистов, а все потому, что объекты конкурса – особо охраняемые территории России регионального и федерального значения. И развивать экотуризм тут нужно с умом, без ущерба для природы и с пользой для всех. Почти 14% территории страны – это особо охраняемые природные территории. Но в них было, по последним подсчетам, всего 12% граждан Российской Федерации. В мире, вот нацпарки, которые я там в США, в ЮАР, в Кении упоминал, в них десятки миллионов туристов в год бывает. А вообще мировая отрасль экологического туризма – 1 миллиард долларов дохода в день по всему миру. В финале 36 проектов из разных регионов России. Оценку дает экспертное жюри и жители страны путем голосования. Сейчас лидирует проект Кемеровской области. Место традиций, место легенд, место природы.
10 лучших получат поддержку на комплексное развитие, в том числе и финансовую, до 5 миллиардов рублей. Пока мы не в счастливой десятке по голосованию жителей, а потому нужно срочно зайти на сайт «Природа Лайф», авторизоваться через профиль в соцсетях или почту, затем в раздел «География». На карте выбрать нашу республику. Чтобы поддержать проект, нужно всего-то поставить лайк. Сделать это нужно до 0 часов 10 октября. Ольга Коняева, Олег Юшков, телеканал Юрган.